На данный момент в первую очередь были расставлены так приоритеты, чтобы восстановить инфраструктуру. Это дорожную сеть, водоснабжение, электроснабжение. Практически на 90% мы с этой задачей уже справились. В городе Гагра вода восстановлена полностью, Улдза частично, Алахадзе, они воду имеют свою, у них там не центральное водоснабжение. В поселке Бзыб тоже восстановлено практически везде, кое-где еще вот не дошли. По электричеству у нас только остается село Улдза. Там одну улицу еще не можем запитать, но я думаю, что сегодня этот вопрос должен к вечеру решиться. Там полностью одну улицу снесло, там столбов даже нету, все заново ставят. То есть столбы устанавливают и тянут провода, да, так я понимаю? Да, серьезные поломки. Да. Там серьезные поломки. И в поселке Бзыб у нас тоже несколько домов еще не имеют свет, но я думаю, что это тоже вопрос сегодняшнего дня, там все будет восстановлено. У них с первого дня прямо нету, да? Или периодически бывает электричество? Нет, не бывает, там все унесло, там столбов не было, вот все восстанавливается, столбы поставили, и вот сегодня уже должны их подключить. Что касается дорожной инфраструктуры, вот Улдза улица у нас почему не шли работы, там не было доступа, там снесло мост, вчера мост восстановили, вчера уже начались работы по установке столбов, провода, по которым пойдут. А мост, он что и что соединяет? Там он у них через реку, речная улица, вот по речной улице его унесло, когда был потоп. Его вот восстановили вчера. Еще там это вот большой там у них мост есть. Еще чуть поменьше, его тоже восстановили, но он там соединяет 4 или 5 домов. Его тоже восстановили. В общем, в принципе, доступ уже есть везде. У нас остается еще в поселке Бзыб, надо будет дорогу сделать, там тоже очень сильный обвал был. И, в принципе, по дорожным сетям сейчас не идеальные дороги, но уже доступ есть ко всем домам. На фотографиях, и там наши корреспонденты приносили материалы, были видны вот такие куски асфальта, да, когда дорога, вот в Алахадзе, например, да, дорога практически там до земли, да, она даже гравий смыла до земли буквально. Но там же серьезные работы. Я вот предполагаю, что, наверное, это и трудоемко, и затратно, и вот потребует каких-то специальных усилий. А сейчас вот на какой они стадии? Просто для того, чтобы выровняли, чтобы был машины доступ, конечно, да. Чтобы машины могли проезжать. Сейчас вот такая вот работа провелась. Уже приводить их в надлежащий вид, это будем попозже. Нам надо в первую очередь, чтобы люди имели доступ к своим домам. С этой задачей практически тоже уже справились. У нас еще не запитана какая-то часть села Псахара водой. Мы ведем работы, там смыло трубы, затопило насосную станцию, моторы просушили, сегодня их будем запускать, но сами трубы восстанавливаем, там тяжелая работа, они вдоль ущелья шли, в общем, там придется поработать, я думаю, что в течение 2 дней мы там тоже восстановим полностью. Воду подвозим людям, там, где нету ее. Мы уже заканчиваем подворовой обход по району. Прошли уже более 1200 домовладений. Это процентов на 80, наверное, по всему району проделана работа, где пострадало. Из них около 430-440 домов, которые нуждаются в помощи, которым нанесен ущерб. Есть кому больше, кому меньше. Это уже будет комиссия определять, какую помощь, как оказывать. В общем, на сегодняшний день вот какая-то вот такая ситуация. А какого характера основной ущерб домовладениям?
Есть у кого просто технику затопило, она испортилась, бытовая, там холодильники, телевизоры, стиральные машины. Есть у кого мебель, есть у кого полы снесло, есть у кого вообще полностью первый этаж залило. Есть дома, которые были такие ветхие, они очень пострадали. Я не знаю, их восстанавливать будем. Разного рода ущерб нанесен. То есть сейчас комиссия от штаба ходит по домовладениям, по пострадавшим людям и фиксирует, каждый дом заходят, фиксирует ущерб. И скажите, а вот сами заявления уже принимаются или же пока Конечно, еще? Заявления не принимаются. Заявления это не мешает. Заявления принимаются во всех администрациях. И мы, помимо этого, сами обходим каждый дом, делаем фотографии, смотрим, какой урон нанесен. Потом общая комиссия будет принимать уже решение, в какой степени кому какую помощь индивидуально оказывать. Что-то, наверное, в бюджете предусматривается, какая-то статья вот на такие ситуации. Есть ли, достаточно ли средств на то, чтобы вот какую-то ощутимую помощь оказать жителям, да, кроме того, что еще сам район пострадал, инфраструктура очень сильно пострадала? Будем принимать решения в любом случае. Я думаю, что мы людей просто так не оставим. Сейчас, может быть, в полной степени мы не сможем возместить весь ущерб, но самое необходимое мы людям предоставим. Объемы просто колоссальные. Такого никогда, наверное, не было. Мы со старожилами разговариваем, они не помнят, чтобы на их памяти такой потоп прям был. А для проведения тех работ, о которых вы ранее рассказывали, да, и там с водопроводом, и с электричеством, и с дорожным полотном, и много чего еще, хватает ли людей? Какая помощь, может быть, из других районов, может быть, или своими силами справляетесь? Нет, нам помогают, и из Сухума помогают, и из Гудауты помогают, и прислали нам волонтеров с Чимчирского района, Кварчальского. В общем, помощь идет со всей республики. Своими силами очень сложно такой объем охватить. Ощутимая помощь, она заметна? Ощутимо, конечно, заметно. Что бы вы еще могли сказать о работе штаба? Какие еще аспекты, может быть, охватывает эта работа? Насколько удается держать руку на пульсе, особенно в отдаленных районах? Комиссия работает непрерывно, везде ездит, стараемся охватить все. Если совсем случайно мы кого-то обходим, соседи всегда показывают, кто пострадал больше, всегда направляют. И я думаю, что весь район охвачен. Район именно тот, который пострадал. Так что мы держим на пульсе ситуацию, никого не обойдем. Еще вопрос, который касается туристической инфраструктуры. Тоже там и гостиницы пострадали, и там какие-то гостевые дома, и там места расположения туристов. Как с этим, да, как люди сейчас себя чувствуют? Уезжают, остаются, переселяются? Что вы могли бы по этому поводу сказать? В основном я так наблюдаю такую картину, что переселяются. Мало кто уехал, да, может, совсем незначительное какое-то количество. В основном люди переселяются. Большую помощь в поселке Лза оказал курорт Пицунда. Они многих туристов взяли к себе. В общем, работа в этом направлении, да, тоже ведется. И я думаю, что никто не останется без внимания. Что касается снабжения продуктами, да, первое время это было проблематично, первые 2-3 дня, да, что сейчас, налажено ли поступление продуктов на прилавки, на рынки и так далее, все ли работает или пока да, еще все нормально, все работает уже в полном объеме, были как трудности, пока дороги были где-то перекрыты, но сейчас уже доступ есть везде, и с продуктами проблем никаких нету.
Сегодня тоже наверняка насыщенный день. Вот конечно, ваши маршруты, какие, да, маршруты местных властей, куда и что, вот чем сегодня будете конкретно заниматься? Мы мониторим вот ситуацию. Я вот сейчас непосредственно поеду в село Сахара, займусь водопроводом, потому что это вот основное, что мы еще вот не доделали. Да, надо подать, в любом случае будет воду людям. Глава ездит по району постоянно, во все села заезжает, мониторит ситуацию. Все под контролем, везде ездим, мы не останавливаемся, у нас рабочий день в 1:00 ночи заканчивается. В 8 утра на работу приходим, в 1:00 ночи домой доползаем. Вода везде ушла, везде, внутри домов, в помещениях, в подвалах она откачана, или же пока еще где-то стоит? Откачана уже. В больших домах тоже? Вода не стоит нигде. В больших домах уже все тоже откачали всю воду. Грязь, ил еще остался, естественно. Тоже работаем. По возможности отправляем и свои службы, и привлеченных людей на помощь людям, которые очищают частные домовладения, помогают людям. А нужна еще помощь? Может быть, можно обратиться к людям, которые, допустим, имеют возможность приехать чем-то помочь? Нужна, конечно, нужна помощь. В таких ситуациях, я думаю, всегда нужна. Но пока мы справляемся, пока нормально. Очень много кто, я вот еще раз повторюсь, откликнулся физической силой, и технику нам многие присылали, и глава Сухума, вот повторюсь, с первого дня тоже держит на пульсе, спрашивает, всем помогает, чем может, и глава Гудауты тоже очень помог. Так что совместными силами, я думаю, преодолеем и эти трудности.